Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Ежегодно 8 февраля Отечественное научное сообщество отмечает свой профессиональный праздник – День российской науки, учрежденный еще в 1999 году. И в связи с этой датой сегодня мы рады представить вам нашего гостя. Сегодня у нас в гостях Иван Иванович Христофоров, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института межзлатоведения СОРАН. Доброе утро. Иван также является председателем Совета молодых ученых Республики. Доброе утро, Иван. Доброе утро. Завтра вся страна будет отмечать День российской науки. Расскажите немного об этом мероприятии, какие пройдут в нашей республике. Да, в этом году у нас 20-летний юбилей. Дело в том, что 28 января, по старому стилю, по-новому, это 8 февраля, в 1724 году по указу Сената по распоряжению Петра I была создана Академия наук. Уже в 25 году прошлого столетия переименована в Академию наук СССР и в 91 году в Российскую Академию наук. Поэтому это праздник федеральный. По всей России более 1000 научных учреждений, в том числе и научно-образовательных в университетах, проходится колоссальное количество мероприятий. Если взять наш регион, в основном крупные мероприятия пройдут, конечно, и уже проходят в городе Якутске, в нашей столице. Это выставки, это дни открытых дверей, где школьники, студенты могут прийти в научное учреждения, познакомиться с лабораториями, познакомиться с музеями, которые там расположены. И также проводятся разнообразные игры, как квест-игра. Вот «Ночь науки», это в университете проводится, очень популярное сейчас мероприятие. И также я хотел бы, наверное, пригласить сегодня в России «Моя история». Будет игра «Что, где, когда», где научные коллективы, особенно молодые ученые, можно будет потягаться с ними в этой интеллектуальной игре. Ну, вы являетесь председателем Совета молодых ученых Республики. Расскажите, как живется сегодня молодым ученым? Да, в 2008 году, то есть уже 10 лет, я являюсь председателем Совета молодых ученых Якутского научного центра. Конечно, здесь это очень сложный вопрос, но молодые ученые, они могут серьезно развиваться только в сильных научных коллективах. Поэтому нельзя отделять молодых ученых от коллективов. Поэтому сейчас основная задача – это поддержка и сохранение научных школ, которые у нас в республике есть. И это очень важно, потому что серьезная проблема – это кадровый разрыв, который образовался в 90-е годы. Поэтому есть сейчас старшее наше поколение аксакалов науки и молодежь – это до 35 лет где-то. Поэтому среднего поколения сейчас нету. Ну, как нет, они есть, но их очень мало. Российская наука, она славится своей преемственностью, поэтому с поколения в поколение передаются научные знания. Поэтому наша задача сейчас сохранить эти научные школы. Для этого мы создали для поддержки молодых ученых, чтобы они быстро защищались. В принципе, сейчас тенденция, несмотря на реформу, которую проводит ФАНО, это Федеральное агентство научных организаций, молодежь по нашему институту за последние 3 года 6 человек защитилось. Молодежь приходит в аспирантуру, в принципе, все. И также пополняются фонды федеральные, это Российский научный фонд, Российский фонд фундаментальных исследований. Сейчас они проводят разные конкурсы, поэтому если молодой ученый хочет развить, скажем, он может выиграть грант на 5-6 миллионов в год в течение 3 лет, создать свой коллектив за счет федеральных денег и уже развиваться. Это все меры поддержки? Это перспективы, конечно, есть, да. А насколько якутская наука интегрирована в мировую науку? Как вы оцениваете? Это очень хороший вопрос, очень емкий. На него вряд ли можно ответить в течение нескольких минут. Но я могу привести пример по своему опыту. В прошлом году проводилась комплексная научная экспедиция в арктические районы. Это Дельта Лена, арктические территории, где более 120 ученых, половина из них наши зарубежные коллеги, это в основном с Альфредо Вегенера, это Германия, также с Франции, Швейцарии, с Дании. Очень много ученых из более 10 групп. Я был в составе группы геоморфологов. Мы применяли геофизические методы при изучении арктических лагун и прилегающих территорий. В принципе, сейчас Арктика очень в тренде. Много это связано, конечно, и с геополитикой, связано с углеводородами, которые расположены на шельфе. Но, тем не менее, очень большой интерес сейчас проявлен именно в Арктике, и он будет в течение 10 лет идти. Второй пример – это наш институт сотрудничает с институтом в Китае.
И там проводятся, мы вот проводили работы по изучению геокрологических процессов мерзлотов. Дело в том, что у нас в Якутске порядка мощность 250-300 метров составляет мерзлота. Также горная мерзлота есть, это совсем другие процессы. Вот в Тибете, в тибетском плато это где-то около 100 метров, это тоже мерзлота. Это совсем другая мерзлота, там свои процессы. Это связано с изучением этих процессов в основном с тем, что будет строиться высокоскоростная железная дорога Москва-Пекин. Несмотря на то, что первые лица государства нас еще не подписали это, тем не менее предварительные работы уже ведутся. Поэтому из Института мирозаведения 4 ученых, как бы экспертов, в том числе и я, как это директор наш Железняк Михаил Николаевич, Галанин Алексей Александрович и заведующий лабораторией Павла Надежда Анатольевна, мы задействованы в этом проекте и работаем совместно с нашими коллегами из Ну, Китая. наука в республике у нас не стоит на месте. Что ж, Иван, я думаю, вы со мной согласитесь, всегда приятно получать поздравления накануне праздника. Мы вас хотели бы поздравить с наступающим Днем науки, и я думаю, что вы также хотели бы поздравить своих коллег. Да. Своих дорогих коллег я хотел бы поздравить с наступающим, завтра будет праздник, с наступающим профессиональным праздником, школьникам и студентам, те, кто занимается творчеством, те, кто занимается наукой, это шаг будущего, очень много мероприятий. Я хотел бы пожелать успехов, а телезрителям, конечно, это быть... Спасибо большое, с праздником, с наступающим, у нас реклама.